Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся. И точка. Единое национальное тестирование вместо общереспубликанского. Как изменится система проверок знаний вместе с изменением названия? Что будет представлять из себя ЕНТ? Будут ли на самом деле даны реальные результаты, или мы просто идем по стопам наших соседей России и Казахстана, где выпускники уже который год сдают единый государственный экзамен? Обо всем об этом мы поговорим сегодня в прямом эфире программы «Съездин депутаты». Я Аджибек Капарбекова. Здравствуйте. Представлю наших сегодняшних гостей. Это депутаты Джорку Кенеша Наталья Никитенко из фракции Атамикен и Дастан Бекешев, представитель фракции Арнамыс. И вначале коротко объясню правила. Программа будет длиться ровно 20 минут. Каждому из вас будут заданы вопросы, и вы должны будете уложиться ответить на них в течение 45 секунд и не более. Также после будет предоставлена каждому из вас возможность задать друг другу дополнительные 2 вопроса. К тому же возможны телефонные звонки в студию по телефону прямой линии, работающей у нас, это 0312 67 11 41. И вот начнем, да. И наверняка вот первый вопрос будет вот вам обоим, да. Сейчас предлагается заменить общереспубликанское тестирование единым национальным, да. При этом разрабатывается проект, что-то вот среднее, чтобы объединить, да, вот госэкзамены вместе с тестированием. Вообще, по сути, необходима ли эта мера, учитывая то, что Министерство образования говорит о том, что оно довольно, да, той системой, которая существует на сегодня у нас. То есть выпускники поступают в вузы посредством сдачи ОРТ. Наверняка начнете вы, да, Наталья Владимировна? Прежде всего, я сразу скажу, я не поддерживаю данную позицию, то есть я не вижу необходимости менять систему, которая себя хорошо зарекомендовала. И вы правы в том, что не только Министерство образования поддерживает существующую систему ОРТ, но довольно, как правило, и родители, сами учащиеся, потому что проблемы коррупции во многом решены благодаря тому, что существует система ОРТ. Предлагаемый законопроект предполагает объединение выпускных экзаменов и вступительных, но рассматривая практику существующую, международную, даже практику бывшего нашего Советского Союза, эти виды экзаменов всегда были раздельны. То есть нет необходимости их объединять. Более того, вы говорили про опыт наших соседей. Так вот, и в Российской Федерации, и в Республике Казахстан уже уходят от системы общего такого экзамена. Вы, Дастан Мырза? Я считаю, что нам надо уже модифицировать ОРТ. Государство все-таки должно брать на себя ответственность, не боясь того, что там будет коррупция. Мы, знаете, уже довели до такого, что мы перестали вообще верить государственным институтам. У ОРТ есть ряд минусов. Я перечислю некоторые из них. Лица с ограниченной возможностью сталкиваются с этими проблемами, и они не могут сдавать где-то ОРТ, где-то им приходится платить, денег нет. Дети-сироты не могут платить, потому что это не коммерческая организация, она никаких льгот, ничего не предоставляет. Правительство никак не может повлиять на какие-то вот эти регистрации ОРТ. То есть и у ОРТ есть вопросы, которые не отражены в школьных предметах. Это буквально, я вот сегодня встречался... К сожалению, ваше время. Да. Пока, поговорим вот по ОРТ. Да. По сути, это такой хороший, да, зарекомендовавший себя проект, да, но при этом из него вытекает другая, да, проблема. Это качество проведения самих госэкзаменов. То есть сейчас шпаргалки, да, у нас у всех, да, естественно, все мы ими пользовались. Да. И получается так, что, учитывая то, что многие выпускники сейчас видят в ОРТ, это как билет, да, в поступление в высшее учебное заведение, очень мало уделяют внимания самим госэкзаменам в стенах школы и усердно работают только над, то есть над поступлением в вузы посредством ОРТ. Что вы думаете по этому поводу? На самом деле проблема шпаргалок, да, всегда существовала все века и времена, я думаю, еще будет существовать, с этим постоянно как-то так или иначе борется. Но я думаю, что на сегодняшний день, да, сознательные, так сказать, школьники, ученики работают и над тем, чтобы сдать выпускные экзамены. Те, кто хочет поступать в вузы, работают над ОРТ. Это нормально, потому что задача выпускных экзаменов – удостоверить качество полученных знаний, и методы совершенно другие проверки. Задачи ОРТ отличаются. Это выявить возможность и способность к обучению в вузе. Но не все ученики школы
должны или могут или хотят обучаться в высших учебных заведениях. Поэтому те, кто хочет, они параллельно готовятся к ОРТ, я не вижу никакой здесь, так сказать, проблемы. А вот перед тем, как готовить передачу, мы также взяли мнение у эксперта, это будет председатель наблюдательного совета при Министерстве образования Кенешбек Сайназаров. Он говорил о том, что в принципе международная практика не рекомендует объединение вот этих вот госэкзаменов внутри школы с экзаменами при поступлении в вузы. Давайте послушаем его аргументы за ОРТ и после продолжим. По сравнению, опять же, с единым государственными экзаменами, оно дало возможность, что за 12 лет ее существования выявляют около 30 или 50 разных случаев, но эти все случаи эпизодические, эти случаи не системные. И по финансированию. Как вы знаете, на сегодняшний день общереспубликанское тестирование проводится бесплатно. То есть это означает, что государство на проведение общереспубликанского тестирования не тратит ни одного тиына. Вот на самом деле, не секрет того, что в принципе те же самые взятки, коррупции в системе образования нас сопровождают чуть ли не от детского сада до поступления в вузы, до защиты наших диссертационных, кандидатских. Вообще, если будет введена вот эта новая система ЕНТ, кто будет обеспечивать ее прозрачность? ЕНТ надо модифицировать однозначно. То есть законопроект, который предложен, его немножко надо видоизменять. Естественно, что нельзя выпускные экзамены смешивать со вступительными экзаменами. У каждого университета могут быть свои какие-то отдельные требования. Поступить в один вуз — это одни требования, поступить в другой вуз — это другие требования. Но вот сейчас эксперт сказал, что они бесплатные, государственные тыны не тратят, зато граждане же тратят деньги. Государство, по сути, отошло, сняла с себя ответственность за проверку знаний своего же продукта, человеческого продукта. И это неправильно, я считаю. По этому поводу, еще одна реплика. На самом деле, на сегодняшний день как раз выпускные экзамены проводятся бесплатно, потому что это тот пакет, который государство должно обеспечивать бесплатно. Школьное образование и тест, который в конце фиксирует, как ученик усвоил программу. Что касается вуза, то у нас нет, так сказать, всеобщей гарантии конституционной бесплатности высшего образования. Только для определенных уязвимых слоев населения, как раз мы с Дастан Далбаевичем инициировали в свое время законопроект по квотам для ЛОВЗ и так далее. И здесь, как правило, речь идет о том, что учась или поступая в высшее учебное заведение, семьи будут нести расходы. Поэтому и вступительные экзамены также ложатся определенным бременем на семьи. Сегодня это небольшая сумма денежных средств по ОРТ. Давайте сразу уточним, по разрабатываемому законопроекту, кто будет нести ответственность за проведение, то есть кому будет отдана эта часть по проведению ЕНТ, то есть будет ли это какой-то госорган, и давайте сразу уточним какой, и по сути все-таки это опять-таки не возродит коррупцию, с которой мы по сути на сегодня очень усердно боремся. В целом будет уполномоченным органом Министерства образования, но риск коррупционных факторов, он всегда присутствует, но это не значит, что мы, боясь каких-то коррупционных вещей, мы не должны делать реформы. В принципе, мы можем попробовать, посмотреть опять. Надо просто модифицировать этот законопроект. Я в целом с ним концепцию поддерживаю, но кое-какие добавки нужны там. Я считаю, что Министерству образования ни в коем случае не нужно заниматься несвойственными видами деятельности. Дело в том, что любое министерство должно заниматься политикой в отрасли, обеспечивать, так сказать, правила взаимодействия между субъектами, но не проводить методологические какие-то тесты. То есть не заниматься технологией, это не свойственная функция для любого госоргана. Поэтому я считаю абсолютно правильным, что составление тестов отдано самому профессиональному сообществу. Его составляют наши кыргызстанские учителя, учитывая, так сказать, наши особенности, программу образовательную и так далее. То есть это не какие-то, так сказать, госчиновники или зарубежные эксперты составляют. Наши учителя, я считаю, что нужно доверять профессиональному сообществу. А то, что организует независимая организация, компания, я считаю это правильным и как раз защитой от коррупции.
А вот все-таки, вот смотрите, если вот брать, к примеру, да, вот если сравнивать, то же самое Россия, да, где ежегодно проводится ЕГЭ, да, бывают такие ситуации, когда вот ответы, да, на эти самые же задания попадают в сети, да, то есть во всемирную паутину, да, в интернет, где вот оттуда уже сами выпускники начинают уже скачивать, да, и как-то рассматривать примерные варианты. Как у нас здесь обеспечить вот эту безопасность, чтобы вот такого случая не происходило? Россия, в принципе, большая страна, да, там у них ЕГЭ проводится немножко вот в разных регионах по-разному, у нас это можно, в принципе, единый день проводить по всем школам. И можно обеспечить информационную безопасность всех этих тестов, как это делается, как с тестами для поступления на государственную службу. Мы же не ведем речь, но давайте, вот там тоже может быть коррупционный фактор, отдадим тестированию государственных служащих, там частной организации некоммерческой. То есть они также раз государство дает продукт образования, оно должно же и оценивать, оно должно смотреть, насколько правильно или неправильно оно дает этот продукт. А не какой-то чужой дядька приходит, там говорит, давайте деньги мне, я посмотрю, как вы обучались. И я тут сам разработаю тесты и попробую оценить ваши знания. Это тоже самый не гарант прозрачности и некоррумпированности. Соглашусь с тем, что никто не должен, да, то есть снимать ответственность государства. Вот государство, проводя школы, да, проводя выпускные экзамены, как раз и обеспечивают вот завершающий цикл своей ответственности, не снимая с себя таковую, проводя выпускные экзамены. Но когда речь идет о вузе, во-первых, это касается не всех учащихся еще раз, а во-вторых, никак не посторонние люди составляют тесты, это же наши педагоги, наши учителя. А что касается защиты, то сейчас неплохие механизмы защиты предусмотрены. У нас тоже бывали случаи, я помню, что да, говорили о некоторой утечке, но каких-то массовых таких проблем или большой утечки информации вот за последние годы не было таких случаев. Не было коррупционных таких очевидных фактов, это нужно просто признать. А какие вообще системы защиты вы можете предложить как депутат? Система защиты, конечно, это прежде всего да, компьютеризация, это хранение данных, это определенная кодификация паролей доступа. Это очень ограниченный круг людей, которые имеют доступ к информации, к данным. На сегодня многие эти элементы, они и так существуют. Но нет предела совершенству. Можно предусмотреть еще большую минимизацию человеческого участия, человеческого фактора в обработке, в подсчете результатов, в хранении информации. Есть понятие информационной безопасности, и там, значит, информацию можно хранить с разными уровнями доступа. Ограниченный доступ, открытый доступ. И можно предусмотреть там для очень-очень отдельных людей открытый доступ, для там, некоторых людей там, ограниченный. То есть разные уровни доступа можно предусмотреть. И таким образом информацию можно оградить от утечки. Вернемся все-таки к ОРТ. Да? Сейчас очень много нареканий, да, о том, что, по сути, вопросы в этих тестах да, не соответствуют той школьной программе, которая у нас преподаются. Самый главный вопрос, между прочим, вот сегодня я встречался с выпускниками школ Сокулукского района, они мне тоже такой вопрос говорили. Вот бывает так, часто причем, читаешь вопрос, который ты вообще никогда даже ни сном, ни духом не читал, не проходил. Ну, те же самые аналогию, на логику, да? Вот, нет, логика бог с ним. Логика, она наоборот проверяет как бы понимание человека, предметы, да, не зубрежка, а как он понял этот предмет. Логика бог с ним. А бывают вопросы именно, которых вообще нету. Допустим, есть вопросы, включенные из истории России, да? Вот мне сегодня пример яркий привели. Из истории России вопрос включили, а историю России в школьной программе у них не было. То есть, вот, если вот говорить, да, вот исходя из ваших слов, да, если брать пример того, да, прошлого года, то в общереспубликанском тестировании приняли участие порядка 9 тысяч да, выпускников. Однако половина из них, да, даже более половины из них, порядка 60%, не прошли даже порогового да, балла. Не говорит ли это о том, что необходимо пересмотреть саму систему образования у нас, то есть какие-то ввести новые методы обучения, какие-то новые предметы, да, по той же самой логике, может быть, какие-то дополнения к истории, да, то же самое. Что вы думаете? Вы верно говорите, вообще не с тестирования надо начинать, а с детских садов вообще. С детских садов полностью, как человек получает знания в сегодняшнее время, ну, конечно, оно не удовлетворяет ни государства, ни бизнес-сообщества, ни других граждан.
Я считаю, что тоже, знаете, обвинять некачественное образование, обвинять в этом систему оценки образования, это несколько нелогично. То есть здесь нужно прежде всего смотреть на то, какое у нас образование сегодня. И ОРТ, он не должен включать в себя в обязательном порядке вопросы школьной программы. Это делают выпускные экзамены, опять же. ОРТ как раз проверяет аналитику, логику, способность к обучению, мыслить аналитически. Ведь это требования для того, чтобы учиться в ВУЗе, и, может быть, не все соответствуют. Что касается того, что не все дети проходят, действительно, я бы предложила действующему министру образования большее внимание уделить на саму школьную программу. То есть она нуждается, конечно, в поддержке, в корректировке, чтобы наши дети учились мыслить, а не заучивать тексты. Чтобы не было зубрилки, да? Давайте мы послушаем непосредственно тех, кого это больше всех волнует. Это школьники, мы взяли также у них их комментарии. По ОРТ министерство узнает, что это знание всех учащихся в школе. И, наверное, никак нельзя убрать ОРТ, это вообще-то, можно сказать, бред. Не, ОРТ это нормально, там еще говорят, что там будет аналогия, на логику, да, но там еще не только аналогия и логика, там еще есть попредметный, там основной и предметный тест. Способ проверки знаний учеников, которые желают поступить в вузы или кое-какие университеты. По-моему, это хорошо тем, что можно искоренить коррупцию, и человек может узнать свои результаты и на что он способен. Это мнение озвучивают городские, да, школьники о том, что в ОРТ, в принципе, проверяется именно больше логическое, да, мышление. А если в новом разрабатываемом проекте, да, то есть в ЕНТ, да, будет проверяться больше знания, то не говорит ли это о том, что наши школьники в регионах, да, окажутся в каком-то более проигрышном, да, положении, учитывая то, что у нас здесь столица, естественно, и условия, и качество образования намного выше, чем у них? Нет, ты. На сегодняшний день я думаю, что, во-первых, в законе, так сказать, детально не заложены механизмы, что именно будет оценивать ЕНТ. Но если это будет совмещенная модель между выпускными экзаменами, которая меряет знания, и некоторым компонентом логики, то я думаю, что это действительно может представлять некоторую угрозу, в том числе для регионов. На сегодняшний день система ОРТ, она ведь неплохо учитывает баланс, то есть разные баллы, есть разные подходы и разные типы сертификатов для школьников из региона, для школьников из Бишкека, где там более хорошая инфраструктура для подготовки. Поэтому я думаю, что это один из рисков в том числе, помимо других рисков, которые я вижу в создании такого единого экзамена. Что вы думаете? Не, я полностью поддерживаю. Я согласен. Надо законопроект просто чуть-чуть усовершенствовать. Нельзя его совмещать, как я и говорил, с выпускными и вступительными экзаменами. Тогда это будет полный крах, на самом деле. Это в первую очередь ударит и по гражданам, обучающимся в регионах. Тогда мы послушаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Я слышу. Алло, да, здравствуйте. Ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Уважаемые депутаты, здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос. Почему авторы законопроекта хотят изменить систему вступительных экзаменов ОРТ? Спасибо. Кто из авторов? Нет, я не автор, кстати. Даже не соавтор. Вот не поверьте, я не соавтор, я просто сказал так, что я поддерживаю их концепцию в целом, да, но кое-какие поправки там нужны. Я объясню такую вещь. Почему такой вопрос вообще ставиться начал? Просто многие выпадают из системы, точнее, они не проходят через вот эту систему оценки. Да? Видимо, школьная программа слабая, видимо, еще что-то. Но есть еще много минусов у этого ОРТ. Да? Там определенные только сроки проводятся. Никак правительство на это повлиять не может, хотя должно. Я согласен был бы с ОРТ, если бы полностью финансировалось из государственного бюджета. Пусть это будет не коммерческая организация, но все берет на себя правительство. Финансовую часть. К сожалению, у нас остались считанные минуты. Да? Если у вас есть друг к другу какие-то вопросы дополнительные, пожалуйста, свободный микрофон. Вопрос такой. Вот сегодня на основе ОРТ поступают в вузы. Представь, что создали ЕНТ, убрали ОРТ. Каков должен быть тогда механизм зачисления детей в вузы, студентов? Я считаю так, что вузы должны свои требования предъявлять. У каждого вуза, у факультетов разная своя специфика. Вот когда я, по крайней мере, заканчивал, у нас так и было. Я поступал в КРСУ, я сдавал экзамены, которые были предусмотрены в КРСУ.
И мне это очень превалирует. Я знал, что мне нужно изучать историю, я знал, что мне надо будет изучать те или иные предметы. Ну, я помню, вот по этому вопросу реплика сразу, да, просто я помню ситуацию, когда вузы сами принимали, и было очень много нареканий. То есть, на самом деле, коррупционные схемы ушли, вот, да, в данном случае в вузы. В момент приема. Работало там позвоночное право, проходили дети чиновников. И я боюсь, что если мы отменим хорошо работающую систему, которая себя зарекомендовала, ее изучают наши соседи, приезжают постоянно, и попытаемся заменить неким непроработанным гибридом, да, отдав тем более функцию там, проверки, разработки государству, то как раз у детей из сельской местности вообще не будет шансов поступить. Тем более у нас идет политика на оптимизацию, то есть сокращение количества вузов. Это заявил президент. Об этом говорит министр образования. Будет меньше вузов, давка будет, согласитесь, да, давка вокруг поступления, такая толчая, суета, конкуренция будет. Нет, я можно не уверена, модифицировать, можно модифицировать, сделать ее прозрачной. Не, можно модифицировать. Там же есть понятие апелляции. Нет, это будет очень сложный понимаете, процесс. Другие страны по этим сложным моделям живут, ничего. Другие страны используют эту модель, которая у нас во многом. Пример, в каких странах еще есть ОРТ? Есть вот, пожалуйста, в Казахстане ЕНТ, в России ЕГЭ. Вот Россия от этого хуже жить не стала. Нет, вот я вам приведу пример, как раз мы обсуждали с коллегами в Российской Федерации, в Казахстане. Заявили, да, что с 2015 года Казахстан разделяет свою ЕНТ на вступительную часть отдельно и на, так сказать, то есть он модифицирует по принципу, похожему на нашу систему. И вопросы вступительных экзаменов разделяет от выпускных. Точно так же Российская Федерация, там не истекают дебаты, они переходят. Они этот вопрос еще не решили, они просто об этом говорят. Говорят, значит, не работает эффективно ЕНТ и ЕГЭ. Это открытые дебаты, они доступны везде, все могут, так сказать, ознакомиться. Если эта система неэффективна, у нас нареканий к нашей мало, зачем менять? Вот простой вопрос. Конечно, этот вопрос, да, требует очень тщательного, да, детализации, переговоров, как бы, чтобы на самом деле законопроект работал, и чтобы наши студенты, наши выпускники поступали в вузы честно и как бы, для развития нашего будущего. Да. На самом деле у каждого процесса реформы есть свои сторонники и оппоненты, да, но тем не менее останавливаться нельзя, реформы в системе образования нам нужны. Почему? Потому что от знаний, от подрастающего поколения зависит будущее и в Кыргызстане в целом. Это была программа «Следственные депутаты». Я Аджибека Парбекова. Доброго вечера и до свидания.